Здравствуйте, это тематический блок. Давайте разберемся. В студии работает Николай Борисов. Покой нам только снится, вой собак, скандалы у соседей и беспокойные дети. Как вы поняли, сегодня мы затронем закон о тишине. Мы расскажем, а выводы делать вам. Предваряя нашу тему, надо сказать, что в начале февраля стало известно, что группа депутатов Государственной Думы России разработала проект закона о введении на федеральном уровне штрафных санкций за нарушение тишины в многоквартирных домах. Документом предполагается установить штрафы от 5 до 50 тысяч рублей для простых граждан, а для юрлиц до 150. Законодательные поправки требуют внесения изменений в административный и жилищный кодексы. Коля, ты дома? Опять к этому дураку гости с позаранку пришли. Наверное, из милиции. Товарищи, нельзя ли потише? Я хочу спать! В документе говорится, что в случае нарушения тишины более 2 раз в месяц собственники квартиры будут призваны к административной ответственности. Если в роли нарушителя выступает, например, кафе, размещенное в жилом доме, его деятельность может быть приостановлена на срок до 90 дней. Как отмечают авторы законопроекта, к нарушениям тишины не будут причисляться крики ребенка, шум воды, звук шагов, то есть звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека. Прекрасное утро, сударыня. Да чего уж тут прекрасного! Не удивляйтесь, это из крайней комнаты. У нас тут слышимость такая. То есть, в первую очередь, документ направлен против соседей, например, дебоширов строительных компаний, а также магазинов и кафе, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Почему об этом заговорили только сейчас? Приведем пример. Житель многоэтажки в Нижнем Новгороде 2 года заставлял весь подъезд слушать звуки топота и ржания коней. Как писали местные издания, для этого он купил мощную колонку и включал ее каждый день, направляя в потолок. Соседи жаловались в администрацию и управляющую компанию, доходило до исков в суд, однако правоохранительные органы долго не могли найти статью для действий нарушителя. В итоге мужчину обвинили в истязании 2 и более людей. Я чувствую себя председателем жюри на этом конкурсе, понимаете? Что же в Якутии? В апреле 2016 года депутаты Госсобрания Илтумен приняли республиканский закон о внесении изменений в статью 3.5 Кодекса Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях, инициированной Якутской городской думой. Впоследствии в закон были внесены правки, однако суть остается неизменной. В Якутии уже работает закон о тишине. В то же время, если региональный закон отвечает, к примеру, на вопрос, до скольки можно слушать музыку, то федеральные нормативные акты устанавливают значения для максимального уровня шума, допустимого в дневное время и ночью. Обычно люди обращаются в полицию. Там данные материалы рассматривают участковые, собирают первичный материал, направляют данный материал в управу соответствующую, и данный протокол рассматривается административной комиссией города Якутска. Он просто издевается. Имейте в виду, мы будем жаловаться на вас в соответствующей инстанции. По данной статье идет градация по рабочие дни, выходные дни, праздничные дни. Главное установить нарушителя. В 2019 году, особенно в летний период, люди очень часто жаловались на бары по проспекту Ленина, там мята, в одном здании несколько баров, в общем. На такие, конечно, составляются протокола. Если будет доказано, что шум исходил именно из этого бара, именно из этого заведения, то, конечно, хозяева данного заведения будут привлечены к ответственности. Однако, конечно же, все не так просто. Вспомним случай с конским ржанием. Мужчина жил в обычном доме, где звукоизоляция по стандартам новостроек хорошая. Жители Якутска, в свою очередь, часто жалуются не только на дебоширов, но и на других нарушителей соседской этики. Бывают случаи, когда им приходится слушать звуки интимной близости, детской игры или просто продолжительные беседы за чаем с печеньем. При этом, откуда исходят звуки, бывает очень сложно понять. Однако, на всякий случай напомним, что если соседи не знают, до скольки можно делать ремонт, поют, кричат и слушают музыку ночью, можно вызывать полицию. Органы правопорядка примут меры для пресечения правонарушения, а шумных соседей привлекут к административной ответственности. Слышимость сейчас в новых новостройках очень такая плохая же. Дети там бегают в ночное время, прыгают, и люди бывают даже на такие жалуются, что
полиция не принимает меры, решения, а там какое-то решение примешь. Дети маленькие. В таких случаях ответственность не предусматривается. Примерно в будние дни городские отделы полиции поступают в среднем до 40 таких вызовов. Устанавливаем, кто шумит, но мы доставлять органы внутренних дел не можем. Если там не совершены, допустим, преступления, правонарушения, предусмотренные федеральным законом, то есть нанесение телесных повреждений, там, повреждение имущества. Если люди просто сидят и шумят, то у нас нет оснований доставлять. Потом все собранные материалы направляются в административную комиссию города Якутска, и там уже составляется административный протокол и принимают решение. В основном у нас проблема, допустим, посуточно сдаваемые квартиры, компании снимают, они шумят, веселятся, громко музыку слушают, они неудобства создают. Потом праздничные дни. За вечер. Который никогда не запомним, но и никогда не забудем. Ограничиваемся профилактическими беседами. А если квартира сдается посуточно, то уже проверяются документы, индивидуальный предприниматель, налоги платит, не платит, и эта информация уже направляется в налоговую. Это была новостройка. Получается, что я реально не понимала, откуда, какая квартира издает звуки. Поэтому я предлагала полиции найти эту квартиру. Полиция приезжала, потом они делали обход, не обнаруживали эту квартиру и уезжали. Которая шумела? Они утверждали еще, что, возможно, мне послышалось, хорошо ли я сплю, Интересно. После этого я перестала уже вызывать полицию. Или мне повезло, у меня угловая квартира, я почти не слышу, иногда слышу только тех, кто наверху. Но соседи через стенку и напротив, они очень жалуются, что слышимость такая, что прямо аж кто-то чихнет, и это слышно. Постоянно крики, не крики, а большими буквами пишут, чтобы была тишина и все такое. Да, я против того, что соседи шумели. О законе о тишине знаю, то что с определенного периода времени по-моему, до 8 сейчас сделали. Можно шуметь, наслаждаться музыкой, а уже после 8 до 11 часов соблюдать тишину. Знаю только то, что после 11 шуметь нельзя. 9? После 9. Нарушают тишину, если там, допустим, в коридоре сейчас панельные дома, а неслышимость очень большая. Если даже просто работает телевизор чуть выше нормы, уже слышат все соседи. У населения должен быть покой, конечно, после рабочего дня. Исходя из этого, и закон такой. Меня напрягали только скандалы, когда мне казалось, что женщину убивают, например. Скандалы семейные, когда драки и все такое. Все остальное нормально переносимо. Бывает по пятницам, субботам. В основном когда начинаются какие-то праздники, из-за пьянок и продолжительность этих пьянок. Скорее всего, полицию вызывают. В основном договариваемся. Да, поднимаемся к соседям. Есть там квартиры, которые сдаются, приезжают, по-моему, вызывали несколько раз полицию, но полиция почему-то приезжает только под утро или на следующий день. Сразу они никогда не приезжают. Пока они приедут, они уже, конечно, уже спят. И если даже приезжают где-то пока шумят, если двери не открывают, они просто разворачиваются и уезжают.